Занести мяч в зачетную зону соперника – вот главная задача в регби. Но на пути форварда находятся защитники другой команды, которые не дают легко пронести мяч по своей половине поля. И поэтому частые падения в регби – дело привычное. Вошли. Води мяч, девятый. Что ты делаешь? Сразу ты. На левой половине стадиона Рашида Аушева играют команды Дагестана и Ессентуки. Первый отрезок и половину второго уверенно вели регбисты из Ставропольского края. Но после команда Дагестана сумела выровнять мяч и вырвать ничью. Один за другим форварды из Махачкалы проносили мячи на сторону соперника, тем самым зарабатывая очередные тачдауны. Итоговый счет после двух таймов 2-2. Очень хороший стадион, газон в прекрасном состоянии. Встретили хорошо и проводим хорошую игру, хороший матч. Я думаю, что будет все отлично на высшем уровне. В детском регби наравне с мальчиками играют и девочки. Поэтому наличие коренастых в защите и шустрых в нападении спортсменок для этой возрастной категории – дело привычное. Я играю по 9 номерам. Думаю, что команда выступила неплохо, но можно было еще больше постараться и положить еще несколько попыток, чтобы вести игру вперед. Но, видимо, не получилось. Ингушские регбисты уже отыграли свою первую игру и ждут начала второй. На пути наших не смогла устоять команда из Кабардино-Балкарии, которая была обыграна со счетом 30-0. И с таким результатом смело можно сказать, что к 30-летию образования республики у нас развиваются не только привычные силовые виды спорта, как борьба или дзюдо, но и регби, который для региона был в диковинку всего пару лет назад. Федерация регби Российской Федерации и Академия регби Юг решили нам сегодня подарить этот праздник спорта именно на День Республики Ингушетия. Сегодня к нам очень много гостей приехало, как мы видим, ребята довольны, играются, они друг с другом знакомятся, это очень большой плюс. Для участия в турнире в Ингушетию съехались 8 команд из 2 округов. Самая серьезная оппозиция со стороны Дагестана, который уже не первый год в этом спорте. Другого мы не ожидали, если честно, на хорошем уровне. И подход такой более профессиональный, и команд много. Мы, в свою очередь, приехали из Дагестана с 2 командами и решили поддержать соседей. И посмотрим сегодня, как получится. Вот ребята играют, это праздник, это тем более у вас сегодня юбилей образования республики. Это вообще это самое и для республики, и для детишек. Это очень большой праздник. В результате первенства именно команда из Дагестана и стала победителем турнира. На второй строчке Нальчик и на третьей Ингушетия. Так сложился первый турнир по регби, проведенный в республике. Пока на стадионе Аушева выявляли лучшую детскую команду округа по регби, по соседству проходил турнир по другому силовому виду спорта. Несколько десятков человек со всей республики соревновались в подъеме на перекладине. В среднем участники подтягиваются от 20 до 30 раз. Редко кто может сделать более 3 десятков. Именно они и занимают призовые места. Рекорд на сегодня принадлежит Адаму Мамаеву. К его отметке в 38 подтягиваний никто не смог подступиться. По результатам турнира у него первое место. Халха боксом занимался, я вчера. А так чисто турник штвался, хочу здесь. В шаге от золота остановился Муслим Хадзиев. Молодой человек смог подтянуться 35 раз и тем самым занять второе место. А вот за бронзу претендовали сразу 3 спортсмена. Каждый из них подтянулся по 33 раза. И судьбу третьего места решил вес спортсменов. Самый тяжелый из них ушел с бронзовой медалью на шее. Всего здесь было 3 категории, которые были разделены по весу и возрасту участников. В рамках турнира была и дисциплина отжимания на брусьях. Там также 3 веса, победители которых получили кубки и медали. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.